Сезон бахчевых в самом разгаре. Сладкие ягоды можно найти на прилавках магазинов и временных торговых точках. Чаще всего при выборе арбуза покупатель предпочитает местную ягоду. Степные зоны Чечни идеально подходят для культивирования арбузов. К примеру, в селе Сарысу выращивают сразу несколько сортов. Именно туда и отправилась наш корреспондент Динара Мурадова. Степная зона Чечни – идеальное место для выращивания бахчевых. Именно с этих полей в начале июля арбузы чаще всего поступают на рынки республики. Впрочем, сбор урожая не самое приятное занятие. Вес ягод достигает порой 25 килограмм. На часах уже 6 вечера, а рабочие все еще трудятся. Словно грибы после дождя. Так выглядит арбузное поле до уборки. Сразу несколько сортов бахчевых посеяли в этом году шелковчане в селе Сарысу. В прошлом году мне по заказу привезли 10 пачек. Наркосвит и Топган. Я не один год сколько выращиваю, ничего не добавляю. Просто вот гумат такой есть, он листовой подкормка. Вот этим опрыскиваю сверху-то. А так под корень я ничего, ни один год не даю я. Бригада из 6 человек работают по графику. Ранним утром и после заката, чтобы хоть как-то спастись от палящего солнца. Краснодарские семена уже дали свои плоды. Топган, Руби и новый сорт наркосвита уже созрели и скоро поступят на прилавки республики. Бахчевод Хусейн Митигиев считает, что в уходе за ягодами важно абсолютно все. Это как картельная игра, мы называем его. Будет, Аллах даст, будет. В прошлом году Аллах дал, Аллах хорошо дал, урожай был. В этом году мало дал, и то доволен. Нет такого человека в селе Сарысу, кто не знаком с Майманат. И это неудивительно, ведь она знает об этой бахчевой культуре практически все. Какой арбуз созрел, а какой и вовсе перезрел. Каждое лето женщина выходит в арбузное поле. Ближе к вечеру бригада тружеников заканчивает собирать очередную партию арбузов. А уже завтра ягоды поступят на рынок. Сладкие, сочные, к тому же обогащенные витаминами. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Луиза Юнусова. Новости.